Не питайте иллюзий, не только оправдательного, но и условного срока не будет. Ну, на основании чего нас помиловали? Мы же не давали никаких прошений. Есть ли вообще этот документ, я немножко теперь сомневаюсь. Если его нету, то значит мы убежали, в бегах находимся. У меня 2 врачебные специальности, я акушер-гинеколог и проходил специализацию по реанимации. Причем последние 3 года на Кубани работал в реанимации. Вообще крымские татары все строители. Что такое для крымского татарина Бахчисарай? Бахчисарай — это не просто город, не просто район, а больше символ. Добрый день! У нас сегодня в гостях зампредседателя Меджлиса Ильми Умеров. Сялям, Ильми ага. Алейкум сялям, сау. Вы столько много раз давали интервью разным источникам, разным телеканалам, и все о политике. А мне хочется вот спросить у вас о другом. Сегодня будем говорить не о политике. Насколько это возможно? Как вы себя чувствуете вот на сегодняшний день? Чувствую я себя достаточно хорошо. Просто интервью, которое вы анонсируете, немножко непривычное. Мы стараемся, мы именно так и хотели, чтобы оно было не совсем обычное, не совсем привычное. У вас 3 детей, 2 дочери и сын. Вы можете вот немножечко о них рассказать? Попробую очень коротко. Сыну 37 лет. Он на момент аннексии Крыма работал на АТРе, но не стал переезжать в Киев, остался в Крыму и работает в Крымско-татарском театре. Он один из тех, которые ушли с театра, когда оккупационная власть там меняла руководство. Старшая дочь, возраст говорить не буду. Ну, в общем-то, она домохозяйка, Занимается воспитывает 3 детьми. моих внуков. И младшая дочь, она со мной, работает на Крым-реалиях. Ну, это проект «Радио Свобода». Она журналист. Ну, вообще она по образованию не журналист, но работает журналистом. У вас деятельность такая вот очень активная и жизнь такая очень энергичная. Вы вот видите своих детей в продолжении как-то очень обычной жизни или все-таки в политической тоже задействованы? Ну, по крайней мере, младшая дочь, она задействована в политике. Вы не сопротивляетесь этому? Вы даете ей возможность самореализации? Я даже радуюсь. Вы даже радуетесь этому. Очень хорошо. А вот сын, который в Крыму, вы с ним поддерживаете связь? Ну, по телефону, по скайпу практически каждый день. Там тоже есть 2 внуков, внучка и внук. И вы с ними тоже общаетесь по скайпу? Ну, вынужден. Вынуждены. Когда вас освобождали из плена, это можно так сказать, из плена, из тюрьмы, ну, все знают, это было примерно год тому назад. Вы тогда говорили о том, что вы очень хотите вернуться в Крым, находясь сейчас в материковой части. Вы вот как-то смирились с этим или вы себя, Нет, вы себя здесь находите? С этим смириться невозможно. Я также, может, еще и больше хочу год спустя. Но там есть некоторые моменты, которые пока не позволяют это сделать. Например, то, что мы в течение года так и не сумели увидеть или ознакомиться, или получить копию указа или документа, на основании которого нас, так сказать, освободили. Вам Вообще, не показывают его? Вам он недоступен? когда я же лежал в больнице в тот день, когда нас вывезли из Крыма, когда утром ко мне пришли сотрудники из Федеральной службы исполнения наказаний, ФСИН так называемый, они сказали, что я должен ознакомиться с указом президента, для этого проехать к ним в офис,
То есть они произнесли слово, что есть какой-то указ о помиловании. Ну, на основании чего нас помиловали? Мы же не давали никаких прошений. И есть ли вообще этот документ, я немножко теперь сомневаюсь. Если его нету, то значит мы убежали, в бегах находимся. И поэтому при попытке пересечения границы или контрольно-пропускного пункта просто могут арестовать. Это будет основанием. Это будет основанием Просто для ареста. у меня нет никакого документа, который является основанием того, что я освобожден от несения наказания. Вот в такой ситуации находимся. И это желание- единственная причина, которая не может вам позволить поехать в Крым. Ну, на сегодняшний день, да. Я знаю, что вы по образованию врач. Да, когда-то это Мы было с вами очень давно. коллеги, да. Это было давно, но тем не менее выучиться на врача в советское время – это очень серьезно. Как так получилось, что вы поменяли профессию? Или вы не продолжили медицинскую деятельность? Вообще, когда я учился в школе, я давно мечтал о том, что я буду врачом. Соответственно, готовился к поступлению. Но в 10 классе у нас был такой случай. Было возбуждено уголовное дело за то, что мы расклеивали листовки с призывом бороться за возвращение на родину. И уголовное дело, в конце концов, из-за сильного резонанса было закрыто. А закрыли его, осталось 2 дня на подачу документов. Я успел за эти 2 дня пройти медицинскую медкомиссию, подготовить документы и сдать в мединститут. Еще через 2 дня был первый экзамен. Ну, успешно выдержал экзамен и поступил, закончил. Прошел интернатуру. После интернатуры 6 лет отработал врачом. Из них 3 года в Узбекистане, 3 года на Кубани. Я еще несколько лет успел в Краснодарском крае пожить. И в 1988 году, ну, я многое опускаю, потому что время не позволяет все рассказывать. В 1988 году вернулся в Крым. Меня просто тупо не взяли на работу. Главврач собрал совет трудового коллектива. Это такой несуществующий формат. Ну, это так, формально вам отказать. Якобы Он официально, провел но формально. Собрание трудового коллектива, на котором приняли решение этих предателей, крымских татар, не принимать на работу. А почему предатели? Ну, так звучало на этом собрании. Я там присутствовал. Это в моем присутствии весь коллектив голосовал. 2 человека только не проголосовало. У меня 2 врачебные специальности. Я акушер-гинеколог и проходил специализацию по реанимации. Причем последние 3 года на Кубани работал в реанимации. И главный реаниматолог района, и главный гинеколог района не проголосовали, потому что они нуждались в специалистах, у них были свободные ставки, то есть были вакансии. И на фоне этих вакансий мне отказали вот таким грубым, неправовым методом через собрание трудового коллектива. Потом я стал еще более активно заниматься национальным движением. Через несколько лет, через 6 лет, в 1994 году, стал депутатом Верховного Совета Крыма. И еще через несколько месяцев, в октябре 1994 года, практически с площади был назначен вице-премьером в правительстве Крыма. И когда я стал вице-премьером, естественно, мне дали курировать социальный блок. Там межнациональные отношения, культура, образование и здравоохранение. И вы многое сделали в тот период. Я сейчас не об этом. Я сейчас хочу завершить эту тему про то, что меня не приняли на работу, и я потерял специальность. То, что я сделал, это в данной передаче об этом, наверное, мы говорить не будем. Тот главврач, который меня не принимал на работу несколько лет назад,
к тому времени был главным санитарным врачом Автономной Республики Крым. И на третий день после моего назначения он пришел ко мне весь бледный, на полусогнутых, и задал вопрос, что мне делать, заявление писать. Я ему сказал, что я не пришел сюда мстить, а пришел работать. И если у нас будут нормальные взаимоотношения по работе, можете продолжать работать на своем месте. Потом мы с ним дружили, в гости друг к другу ходили. И он, естественно, мне рассказал о том, почему он меня не принимал на работу. Это было задание райкома партии, тогда еще существующего, и руководителя районного отделения КГБ. То есть я знаю поименно, кто ему звонил и заставлял не принимать этого Умерова на работу. Кстати, в той больнице, где Бахчисарайская районная больница это была, сейчас более 40% сотрудники крымские татары. А вот ваша деятельность, когда вы в 1988 году все-таки вам пришлось поменять, да, работу врача на политического деятеля, общественного деятеля, чиновника, можно сказать так? Чиновником я стал через несколько лет. Ага. То есть вы были таким общественно-политическим деятелем? Ну, наверное, так. И начиналось это еще, насколько мне известно, тогда, когда вы жили в Краснодаре, в Краснодарском крае. Нет, вообще я активничать в национальном движении начал еще, когда учился в школе. Еще в Узбекистане? Еще в Узбекистане и давно. И уголовное дело первое было возбуждено, когда мне было 16 лет. И это предопределило вашу деятельность на будущее? Получается так? Ну, это уже была деятельность. Деятельность, то, что я и такие, как я, занимались политикой, занимались национальным движением, предопределила как бы сама история. Если в 1944 году поголовно депортировали весь крымско-татарский народ, и вначале были как бы отдельные активисты, потом оно превратилось на самом деле вот поистине в народное движение. Я был одним из этих активистов. Так складывается жизнь, что вы сейчас на материковой части Украины продолжаете эту активную деятельность. Вас окружают разные люди. Наверное, кто-то помогает, кто-то нет, кто-то друг, кто-то не совсем. Было ли для вас сюрпризом, что кто-то из ваших знакомых, друзей в Крыму остались на стороне Российской Федерации? К сожалению, да. Вообще, видимо, нам через вот эту оккупацию, через эту очень серьезную проблему, которая вылилась в отторжение части Украины, когда наша Родина, моя Родина, перешла из одного государства в другое де-факто. Далеко не все выдержали этот натиск этой ситуации. И многие люди, те, с которыми вместе были в национальном движении, вдруг дали сбой. Некоторые из них напрямую стали коллаборационистами, некоторые просто замолчали, перестали быть активными. Ну, как бы каждому Аллах судья, и каждый за свои действия будет отвечать лично сам. Тем не менее, у вас есть очень хороший знакомый Александр Погребенник, который написал книгу «Диссидент». Вы с ним поддерживаете связь? Ну, вообще, это ваш общий знакомый с Мустафа Ага. Мы с Сашей познакомились в 1987 году, когда были активные действия в Москве. Мустафа Ага его знает немножко раньше, они где-то вместе сидели
Это Саша Подробинник. Он известный диссидент. Я люблю слово антисоветчик. Вот он один из таких ярких антисоветчиков. У них семья диссидентская. Он, кстати, тоже медик по образованию. И был период, когда он издавал хронику текущих событий, которая диссидентскую деятельность в Советском Союзе освещала. Потом издавал газету «Экспресс-хроника», параллельно занимался карательной психиатрией. И у нас было еще общее детище. Когда я создавал газету Крымско-татарского национального движения «Авдет» в 90-м году, как бы основным помощником в ее издании был опять Саша Подробинник. Он нам подарил технику. Первый компьютер, который у нас появился, был это его подарок. Отношения мы поддерживаем. Он у меня был недавно, который закончился суд. Во время судебного разбирательства он был у меня как общественный защитник. Сейчас такого понятия общественный нету. Просто как бы для того, чтобы людям было понятно. Были адвокаты с лицензией, и он, не адвокат, был одним из моих защитников. И он, кстати, был один из тех, которые всегда говорили: не питайте иллюзий, не только оправдательного, но и условного срока не будет. Потому что все мне предрекали условный срок, потому что у меня есть несколько соматических заболеваний, паркинсонизм, операцию на сердце я перенес. И вот это состояние не позволит даже российской власти посадить тебя в тюрьму. Однако решение было все-таки реальный срок, и Саша, как всегда, оказался прав. Сейчас он, кстати, готовит книгу о своем отце, Пинхос Подробинник. Книга, насколько я знаю, готова. Сейчас готовит ее к изданию. Дом Ильми Умерова. Что в нем важно? Вообще крымские татары все строители. Есть такие семьи, которые построили много домов. И в Узбекистане, и на Кубани, и в Херсонской области, и в Крыму. А некоторые в Крыму по нескольку раз переезжали, пока остановились в одном месте. У меня так получилось, что я в жизни построил один дом. В Узбекистане мы жили на съемной квартире. На Кубани у меня был свой дом, но купил его мой отец. Мы его не строили. И в Крыму где-то к 50 годам я построил в Бахчисарае свой дом. В нем важно все. Самое главное, что это как бы твое пристанище. Это место, где должны собираться твои дети, твои внуки. Там, где тепло и уют. Ну, да, там, где уютно. Еще... Но, к сожалению, сейчас так получилось. Дом у нас стоит пустой, закрытый. Жена иногда ездит, как бы навещает. Но никто из детей в этом доме не живет. Младшая дочь с нами. Средней дочери есть свой дом. Сын привязан к Симферополю. Как бы не заезжает пока в дом. Я знаю, Ильми Ага, что в свое время вы занимали достаточно высокие должности. И на каком-то этапе жизни вы немножечко так попросились, как это в жизни, другими словами сказать, на должность чуть ниже, да, вот в Бахчисарай уехать, возглавить районную администрацию. Почему? Ну, в разные годы я был на разных должностях.
С 94 по 97 я был вице-премьером в правительстве, тогда нас отправили в отставку. Через некоторое время я повторно выиграл выборы. В 2002 году стал вице-спикером в парламенте. Но это очень высокая должность. Это очень высокая, да. И в промежутке между вице-премьером и вице-спикером где-то 2,5 года успел поработать заместителем председателя районной администрации. Я знал, что такое районная администрация, то есть понимал, чем придется заниматься. И когда Ющенко стал президентом, а я был у него доверенным лицом во время его выборной кампании, я сам попросился и, там приняли предложение. Вначале не очень поняли, потому что с гораздо более высокой должности попросился на уровень района. И пришлось всем объяснять, что такое для крымского татарина Бахчисарай. Бахчисарай — это не просто город, не просто район, а больше символ. Это исторический, культурный центр для любого крымского татарина в любой точке мира, где бы он ни жил. И вот как для украинца Киев, так для нас Бахчисарай. И поэтому я сам попросился в Бахчисарай на более низкую должность. И сколько вы проработали на Нисколько этой? об этом не жалею. Для меня это лучший период. Так, чтобы время не тянуть, но и успеть похвастаться. Так, Одну фразу только скажу, так. что я привлек инвестиции в район больше, чем все остальные районы вместе взятые за 9 лет работы. Вот за этот период. Браво. Это серьезно. Потому что в наше время привлечь инвестиции – это серьезно. Но тем не менее, я знаю, что именно в это время Бахчисарай начал расцветать. Начали строиться новые микрорайоны, да? Не помню, 6-й есть, 7-й есть микрорайон, там, где именно селились крымские татары. Микрорайоны, места компактного проживания, они и так существовали, а инвестиции, которые я привлек в район, они были направлены на ремонт дорог, на всякие обеспечения водой, ремонты детских садиков и школ. Инфраструктуры. Да, по инфраструктуре было много таких грантовых проектов, очень много. Кроме этого, строились заводы, открывались закрытые заводы, в том числе... То есть давались рабочие места фактически? В том числе и рабочие места. А вот вы сказали, что вы были вице-спикером при парламенте. Я знаю, что вот момент оккупации Крыма поднималась достаточно активная тема и со стороны Мустафа Ага Джамилева, и Рифат Чубаров, и Ленур Ислямов на тему, чтобы был человек, именно крымский татарин, который был вице-спикером при правительстве Украины, который отвечает за Крым. Если бы сейчас стало опять вот такое предложение, вы бы согласились на это? Если сейчас, я думаю, что я бы принял участие в подборе кандидатуры. Я сам бы работать уже не пошел на такую ответственную должность, но в подборе кандидатуры с удовольствием участие бы принял. И, наверное, я так думаю, все-таки были активным консультантом. С удовольствием. Наша целевая аудитория программы и канала АТР, вы знаете прекрасно, есть жители Крыма, крымские татары, которые живут и на материковой части. Обратитесь к ним. Вы хотели бы им что-нибудь сказать? Тем, которые живут вне Крыма, я хочу сказать только одно, чтобы никогда не забывали Крым и при первой возможности, как только деоккупация закончится, возвращаться и собираться в Крым. Это для каждого, кто себя считает крымским татарином, обязательно. А те, кто в Крыму? А те, кто в Крыму, это немножко тяжелее к ним обращаться, потому что они находятся в пекле.
Они находятся в центре событий. Они вынуждены жить в настолько тяжелых условиях, приспосабливаться к этим тяжелым условиям. Я им бы пожелал терпения, и мы обязательно воссоединимся, мы обязательно вернемся, и оккупация закончится. Другого просто не может быть. Спасибо вам большое, Имиагам. Спасибо огромное.